одной стороны, занимаюсь современными этносоциальными процессами, языковыми процессами, а с другой стороны, я занимаюсь военной историей. Если честно сказать, по большому счету, иногда принуждают заниматься военной историей, потому что есть очень много непорядочных людей, которые до сих пор муссируют различные мифы. Крымские татары воевали во всех родах войск, от рядового до генерала. Они свой долг выполнили с честью, но государство предало своих солдат, и до сих пор солдаты, которые вернулись с войны живыми, последние, умирают в местах высылки. Это самая большая трагедия Второй мировой войны, и вот это останется черным пятном на всех странах, правопреемницах Советского Союза. У нас в списке 25 представлений к званию Героя Советского Союза. Это 21 человек 25 раз представлялся к званию Героя Советского Союза. Из них 4 человека дважды. И из них только за войну было реализовано 6 представлений. 6 представлений из 25 представлений. То есть такого нет, наверное, в истории, когда вот таким образом заменяли награды на другие награды. Мы должны добиться, чтобы наши воины, которых представили к званиям Героя Советского Союза, которых не наградили, чтобы их наградили хоть посмертно. По другим репрессированным народам в 91-94 годах это сделали где-то 7-8 ингушей и чеченцы были награждены званием Героя Российской Федерации уже, потому что Советского Союза уже не было. А потом карачаевцы, другие представители репрессированных народов были награждены. У нас только наградили Алимя Абдинанову.